Доброе утро! Программа «Утро Якутии» приветствует всех. И с вами я, Дарьян Кехова и Павел Танин. И это утро, как всегда, мы встречаем вместе с вами, дорогие наши телезрители. Сегодня, забегая вперед, конечно, как всегда, нас ждет очень много полезной информации, советов, будут интересные гости. В общем, эфир, как всегда, будет насыщенный. Поэтому предлагаем вам проснуться, взбодриться, ну и, собственно, оставаться с нами. Да, ну в частности, о тонкостях парфюмерного искусства и мастерства поговорим, узнаем, как про стиль и моду, причем не в части человека, а вот как свое жилище или окружающее пространство облагородить, скажем так, ну это будет сказано грубо, тем не менее, да, как сделать его стильным, модным. И поговорим даже о женщинах, которые занимаются профессиями, казалось бы, на первый взгляд, не женскими. И это не все. Это у нас еще гостей огромное множество сегодня будет, и будем с ними разговаривать на интересные темы. В самом конце гость будет прям очень интересный, я сам его с нетерпением жду, поэтому вам тоже рекомендую присоединиться к моим ожиданиям и дождаться конца эфира и увидеть этого гостя, побеседуем с ним обязательно. Паша, ну а еще очень много наших телезрителей ждут викторину, которую мы проводим ежедневно на этой неделе. Да, дарим подарки по поводу вот предстоящих 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Вот у Даши в руках кружка прекрасная, красивая, замечательная такая, она изящная, мне кажется, вот за счет белого цвета, стильного, ну, возвращаясь к стилю и моды. Ну, напомним, что 8-е и спортивные игры «Дети Азии» пройдут с 25 июня по 7 июля этого года. И вот каждый день мы дарим вам подарки, либо кружки, либо шопера. Сегодня кружка. И нужно ответить на вопрос. Вопрос сегодня звучит следующим образом. Внимание на экран. Что является самой популярной сувенирной продукцией игр «Дети Азии»? Вот кто первым в нашем телеграм-канале, подписанный подписчик, первый ответит под постом с этим вопросом, даст правильный ответ, тот эту кружку сегодня и получит, и будет радостный ждать «Дети Азии». Внимание! Необходимо отметить именно, что является самой популярной сувенирной продукцией. То есть не назвать год, да, или из чего она сделана. Да, просто... Ну, это очень просто. Самая популярная сувенирная продукция. Все не просто. Заморачивайтесь. Там уже ничего придумать нельзя слева-справа. Самая популярная сувенирная продукция игр «Дети Азии». И вот все, дерзайте, все у вас получится. Ну а мы расскажем, что ждет нас за окном сегодня. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 12 градусов. В Заречной группе 8-13 ниже 0. В южных районах 2-5 градуса мороза. В Вилюйской группе 16-18 ниже 0, в Нижнеленских до минус 24. В западных районах 8-20 со знаком минус. В Колыман-Дигирской группе улусов до минус 31, в Янских 25-40 ниже 0. На северо-западе 29 градусов мороза. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 10 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду. Сегодня днем небольшой снег. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 2 градусов. Ну а тем временем, пока мы узнавали, что за окном, да, задавали вопрос про игры «Дети Азии», наши коллеги из информационной службы уже постучались, говорят: ребят, мы хотим рассказать о последних новостях, и мы даем им слово. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Бизнес-миссия с участием более 20 российских компаний, специализирующихся на производстве продуктов питания и кормов для животных, открылась в Ереване. Миссия стала площадкой для деловых переговоров между российскими производителями и армянскими компаниями, заинтересованными в совместной работе и поставках российских товаров и услуг. Цитата: «Мы рассчитываем, что по ходу мероприятия будет проведено более 150 двухсторонних переговоров», сказал руководитель представительства Российского экспортного центра в Армении Виген Янакян. Федеральная антимонопольная служба предлагает компаниям с доминирующим положением на рынке продавать на бирже не менее 5% арматуры. Проект соответствующего совместного приказа служба направила на согласование в Минпромторг и в Минстрой страны. Также приказ предполагает введение требований к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с арматурой, отмечается в сообщении. В
В частности, планируется определить, какие сделки будут учитываться при определении соответствия объемов арматуры, продаваемых на бирже, минимальной величине, а также при установлении стартовой цены на бирже. Якутские пожарные продолжают оттачивать мастерство в рамках запланированных тактических учений. Накануне пожарные отрабатывали тушение резервуаров с бензином на одной из нефтебаз столицы. По легенде учений, на один из резервуаров произошла атака неопознанного беспилотного летательного аппарата, в результате которой произошло возгорание цистерны. В 10 утра сообщение поступило на пульт оперативного дежурного. Через 3 минуты на место прибыли первые пожарные расчеты из ближайшей к месту происшествия пожарно-спасательной части. Самому пожару был присвоен 3-й уровень сложности. Для борьбы с условным огнем и отработкой действий были привлечены не только дежурные пожарные, но и резервисты. В течение 1,5 часов пожарным силам удалось локализовать и ликвидировать пожар на нефтебазе. Всего привлекалось к пожарно-тактическим учениям 11 единиц техники основной и 5 единиц техники специальной. Личного состава более 50 человек. Значит, были отработаны водные по условному отходу в случае возникновения опасности, выхода из строя пожарной техники, отработаны взаимодействия с персоналом объекта, с администрацией объекта. Значит, также у нас производилась пенная атака, проведение пенной атаки на резервуар горящий РВС номер 1, значит, с помощью автолестницы. Все действия отработаны в полном объеме. В Северо-Восточном федеральном университете состоялась встреча, посвященная 50-летию со дня рождения кандидата биологических наук, заведующего лабораторией музея Мамонта имени Лазарева с 2011 по 2020 годы Семена Григорьева. Видного научного деятеля, известного по исследованиям мамонтовой фауны, не стало в мае 2020 года. Григорьев посмертно награжден высшей университетской наградой орденом славы и величия первой степени. На встрече присутствовали семья, родственники, одноклассники и однокурсники ученого. В честь 50-летия со дня рождения Семена Григорьева родные издали книгу «Следы времени» о Семене Григорьеве как ученом и человеке, в которой собраны воспоминания друзей и коллег, а также монографию с его научными трудами. Актеры «Невидимого фронта». На днях состоялся Международный день театра. В честь данного дня в Центре народного творчества РЛ Орлахского наследия в Вилюйском районе состоялась встреча кукольного театра со зрителями. Воспитанники творческих кружков начали познавать искусство кукольного театра под руководством Тамилы Сухановой, новым руководителем центра, у которой за спиной 15-летний опыт кукловодства. Открытие новых горизонтов для молодого поколения Вилюйского района позволит им погрузиться в мир театрального искусства и развить свои творческие способности. Сказки у меня обычно в нашем театре, они не длинные, короткометражные, чтобы было интересно, весело, чтобы ребенок усидчиво сидел. Потому что в моем опыте был еще период, когда я работала с детьми с ограничением здоровья. Вот. И я вообще уверена на 1000%, что вот живое искусство театра кукол, оно будет вечно. Якутская анимационная студия «Тундра» выиграла во всероссийском конкурсе «Знай наших». Участвовало более 12 тысяч брендов со всех регионов страны. В номинации «Информационные технологии» победила команда из Якутии. Объявление результатов конкурса проходило в Москве, где студия получила заветную статуэтку. В данный момент студия разрабатывает 3-й короткометражный мультфильм, завершающий трилогию о самобытности якутского народа. Наши планы — это выпустить 3-й мультфильм «Танха», который выйдет ориентировочно в ноябре-декабре этого года, и затем уже приступить к реализации наших следующих проектов. Какими они будут, мы пока еще сами не знаем, но это будет либо анимационный сериал также, либо это будет художественный фильм с 3D-героем, либо будет полнометражный анимационный фильм. В Аймиконе с 30 по 31 марта 2024 года состоится традиционный событийный фестиваль «Путешествие на полюс холода-2024». Основные мероприятия пройдут в селах Аймикон, Тамтор и Учугей Аймиконского района. В программе встреча, конечно же, с Чисханом, старт туристического маршрута «Исток Индигирки» и форум «Мой бизнес» Аймикон – центр зимнего туризма, который призван продемонстрировать широкие возможности для предпринимателей в сфере туризма и гостеприимства.
Ну, а цель фестиваля — это, конечно же, повысить положительный имидж республики на туристическом рынке и популяризовать эксклюзивные туристические бренды региона, такие как «Полюс холода», «Якутская зима», «Чесхан, повелитель холода», ну и чтобы как можно больше жителей нашей страны узнали об уникальном регионе русского севера, его людях и, конечно же, обычаях. Организатором мероприятия выступает Министерство предпринимательства, торговли и туризма республики. И сегодня у нас в гостях временно исполняющий обязанности генерального директора агентства по развитию туризма и территориального маркетинга республики Аркадий Ксенофонтов. Аркадий Анатольевич, доброе утро. Доброе утро. Ну, совсем немного, остается буквально пара дней, уже в эти выходные состоится. Какие новшества в этом году на фестивале будут представлены? Но самое главное новшество этого фестиваля — это форум предпринимателя и Микон-центр зимнего туризма, потому что Якутия у нас во всем мире ассоциируется это с алмазами и с холодом. И в рамках то, что туристы знают о холоде, это, конечно же, Аймикон полюс холода. А второе новшество — это открытие гастрономического театра «Вкус Аймикона» с участием нашего бренд-шеф-повара, это Николая Атласова, и, можно сказать, нашего такого молодого таланта Петра Амосова, это су-шеф ресторана «Республика», который вот недавно в рамках молодежного фестиваля «Мусустар» занял первое место в конкурсе «Лучший молодой повар». Также можно сказать о новшествах. Это праздник оленеводов, в котором будет представлены не только гонки оленеводов, конкурсы и мероприятия, но также и будет представлена для туристов ночь в чуме, то есть в традиционном жилище. Как здорово, да, интересно. Ну и, соответственно, наверное, мы ждем большой поток туристов, жителей, гостей нашей республики. И возникает вопрос, а инфраструктура как-то улучшается, да, в Аймиконе, и возможность будет ли всем переночевать в тепле, не в чуме, ну, как минимум в гостиницах? Да, спрос рождает предложение. Например, 2 недели назад уже все гостевые дома, гостиницы Аймикон и Тамтора были уже заняты. Даже для нас, организаторов, не хватало места, где мы будем размещать. Но в первую очередь, конечно, думали и о туристах, и о участниках этого форума. Но сейчас эта система более наладилась, и открываются такие возможности, как гостевые домики. Эта система, сейчас его принимают отдельные нормативно-правовые акты, чтобы их легализовать и приравнять к туристским ресурсам. Что касается по гостиницам, конечно же, гостиницы будут и в ближайшее время, потому что поток растет, расширяются участники, ну, расширяются сами туристы, откуда они приезжают. Например, 3 недели назад был в Аймиконе в рамках мероприятий, и там были и туристы из Таиланда, из Индии, то есть туристский поток расширен за счет зарубежных стран. Ну вот хотелось бы поговорить про форум «Мой бизнес» на Микон-центр зимнего туризма. Какие в рамках него запланированы мероприятия? В рамках этого форума, конечно же, мы хотели провести этот форум для близлежащих муниципальных районов и в первую очередь участие предпринимателей тех районов по трассе Колыма. То есть это Мегино-Кангаласский, Черепчинский, чтобы скоординировать работу предпринимателей в рамках реализации туристских маршрутов в зимний период до Аймикона. И даже в летний период можно уже. Это ИС Холонхо в прошлом году в Аймиконском районе это показал. То есть туристский поток есть. Да? Но участие самих, заинтересованность предпринимателей была огромная, что у нас есть участники даже из Нерингринского района. Приедут на этот форум, то есть они приедут с Нерингрина через ЖД до Нижнего Бестяхи, и потом уже сразу их забирает такси до Аймикона, то есть почти 2 дня в пути. В общем, достаточно такая интересная и насыщенная программа, да? А что нового, возможно, добавили именно в программу вообще всего фестиваля? Всего фестиваля, ну, конечно же, для самих туристов, если речь идет о туристах нового, да, то это открытие новых туристических маршрутов именно на этом фестивале, потому что туристы, которые из года в год приезжают, им что-то нужно новое. И у нас есть такие туристы, и туристы сами задают этот вопрос, это называется тур «Индигирка». Также для самих туристов это, конечно, вот то, что мы рассказывали, не размещение именно в гостевых домиках, в гостиницах, да, а именно предложили чум, то есть традиционное жилище. И хотелось бы сказать о гастрономическом театре, потому что каждый, который турист куда приезжает, он хочет тоже попробовать наши гастрономические, наши национальные блюда, и мы организуем такой первый гастрономический театр «Вкус Аймикона». Ну, в принципе, подводясь, да, к нашей беседе, уже раскрыли немного, да, суть и значимость вообще этого мероприятия событийного. Тем не менее, может быть, что-то мы забыли, помимо того, что, да, это повышение имиджа республики как туристического направления, в принципе, рассказ людям о
вещах, которые можно увидеть, ну, не только, может быть, в Аймиконе, в принципе, в самой республике. Может быть, что-то забыли, какова еще может значимость событийного фестиваля? Аймикона, но Аймикон, вот сами даже организаторы вот с администрацией, да, и сами местные жители, они очень большие молодцы, потому что ехать до Аймикона с Якутска — это 1000 километров, да. У нас есть также вот муниципальные районы, я когда вот выступаю в других муниципальных районах, я вот привожу кейс Аймикона, то, что вот сами местные жители, население маленькое, привозят столько много туристов, и нужно создавать больше таких брендовых, событийных мероприятий. Также сейчас вот начинает у нас активно развиваться в Мирнинском районе, сейчас новые появятся и маршруты, и событийные мероприятия. Я думаю, то, что у нас в самой перспективе в Якутии, так как очень большая территория, нужно больше таких именно брендовых маршрутов. Вот, например, все местные жители знают, что такое Амгинский район. Да? В Амгинском районе в прошлом году было 80 тысяч туристов, и в этом году еще будет ИС Холонхо в Амгинском районе, да, и все знают, что это летний отдых, что это земляника и так далее, и их нужно больше масштабировать, и вот кейс Аймикона как раз это и показывает, как нужно работать с зарубежными туристами. То есть, по сути, просто такой пример для остальных муниципальных образований нашего... Мотивация. Мотивация. Для того, чтобы Пример, развивать. нет, пример, самое главное, что вот да, вот, ребят, делайте так, и все будет. Все будет хорошо. Это прекрасно. Аркадий, спасибо большое за то, что посетили наш утренний эфир. Мы, конечно, надеемся, что форум пройдет замечательно, и, конечно, поток туристов вот в такой отдаленный и загадочный Аймикон увеличится. Спасибо большое. Спасибо вам. Мы продолжаем. Интеллектуальное развитие — важная часть нашей жизни, но не стоит забывать и о развитии духовном и культурном. А в этом вопросе нам на помощь приходит, например, чтение книг или просмотр качественного, хорошо срежиссированного фильма или, допустим, поход в театр. К слову, сегодня во всем мире отмечают именно День театра. Как правило, его посещаем мы в выходные, но сегодня самое время подумать, наверное, уже какой спектакль хотелось бы посмотреть и, возможно, уже даже приобрести билеты. А о том, какими событиями еще знаменателен сегодняшний день, узнаем далее. На календаре 27 марта. Сегодня Всемирный день театра, а также День войск Национальной гвардии России. По народному календарю Венедиктов день. На Руси было принято обихаживать домашних животных, поскольку у многих из них в эти дни начиналась линька. Скотину выводили во двор, чистили, скребли ее, заговаривали от дурного глаза. Этот день в истории. В 1330 году воздвигнут Ипатьевский монастырь. В 1783 году Моцарт подарил валтарнисту Лейтгебу авторскую рукопись партитуры концерта. В 1841 году, 27 марта, опробована первая паровая пожарная машина. А в 1990 году в Лондоне открылся музей Шерлока Холмса. В этот день родились Святослав Всеволодович III, великий князь Владимировский, Аркадий Аверченко, русский писатель-сатирик, Сергей Киров, советский политический государственный деятель, Мстислав Ростропович, советский российский виолончелист, пианист, Алексей Жарков, советский российский актер театра и кино, Квентин Тарантино, американский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер. Именины сегодня отмечают Михаил и Ростислав. Во главе здоровья всегда стоит забота об этом самом здоровье. Ну а лучшее лечение – это, конечно же, профилактика. В один голос заявляют врачи. Ну а чтобы заниматься профилактикой, нужно понимать, какие угрозы для здоровья могут быть в принципе. А эту информацию всегда можно почерпнуть из нашей постоянной рубрики «Мой доктор». Сахарный диабет – это хроническое заболевание, возникающее из-за нарушения работы поджелудочной железы, которое приводит к повышению уровня глюкозы в крови. У взрослых выделяют два основных типа диабета – тип 1 и тип 2. При диабете первого типа поджелудочная железа не производит инсулин, необходимый для переработки глюкозы. При диабете второго типа характеризуется недостаточной производительностью инсулина или снижением чувствительности к нему тканей организма. Симптомы диабета включают чрезмерную жажду, учащенное мочеиспускание, необъяснимую усталость, потерю веса, особенно при диабете первого типа, замедленное заживление ран, зуд кожи, зрительные нарушения и повышенную склонность к инфекциям. Основными причинами развития сахарного диабета являются генетическая предрасположенность, избыточный вес,
недостаточная физическая активность, неправильное питание, возрастные изменения, а также некоторые эндокринные заболевания. Лечение сахарного диабета требует комплексного подхода, который включает коррекцию образа жизни, это диета с ограничением углеводов, регулярные физические нагрузки, контроль массы тела, а также отказ от вредных привычек. В зависимости от типа тяжести заболевания может потребоваться медикаментозная терапия, включая препараты для снижения уровня глюкозы в крови, инъекции инсулина для поддержания его необходимого уровня. Важной частью лечения является регулярный мониторинг уровня глюкозы в крови для предотвращения осложнений, таких как поражение сосудов, нервной системы, зрения и почек. Таким образом, своевременная диагностика и адекватное лечение сахарного диабета, а также соблюдение рекомендаций по изменению образа жизни могут значительно улучшить качество жизни пациентов и предотвратить развитие осложнений. Будьте здоровы! А зачастую сахарный диабет связывается с чрезмерным употреблением сладкого. Но что делать, если сладким вроде и злоупотреблять не хочется, но тем не менее хочется побаловать себя приятным ароматом? На выручку может прийти парфюм. Сегодня парфюмерные линейки могут воссоздать ароматы почти чего угодно. К слову, парфюмерное дело живет давно и за это время обросло различными мифами. О самых распространенных узнаем из рубрики «Ароматы утра». Доброе утро! Сегодня в нашей рубрике «Ароматы утра» мы развеем с вами 3 популярных парфюмерных мифа. И наш первый миф заключается в том, что нельзя растирать аромат при нанесении. Этот миф бытует достаточно давно, и обоснован он тем, что якобы, когда вы растираете ваш аромат на запястье, вы ломаете молекулы этого запаха. Ну, конечно, это абсолютно не научно, и растерев молекулы вы никак не сломаете. Единственное, что произойдет, когда вы растираете кожу между собой, тут работает просто физика. Ваша кожа нагревается, и верхние самые легкие ноты вашего аромата раскрываются и улетучиваются быстрее. Иногда это даже плюс, если вы хотите узнать, как будет аромат раскрываться чуть позже. То есть вы просто нагреваете его и узнаете, как он будет пахнуть, например, через час. Поэтому этот миф развеян. Миф номер 2. Если я не чувствую аромат, значит он мне подходит. Ну, этот миф тоже разбивается о здравый смысл. Зачем тогда пользоваться ароматом, если не для себя, если не наслаждаться этим ароматом, который вы выбрали, который вы носите? Если аромат в течение дня вы не чувствуете, тут может быть всего лишь 2 причины. Первая – это его стойкость. Он просто уже с вас слетел, и его не слышите не только вы, но и другие. И вторая причина – это просто вы привыкли к этому аромату, и ваш мозг отодвинул его на задний план, сделал задним шумом, чтобы не отвлекать вас от него. Миф номер 2 развеян. И 3-й миф. Если аромат дорогой и качественный, он должен быть стойким. Ну, этот миф мы тоже развеем, к сожалению, потому что не качество ингредиентов влияет на стойкость аромата, а такое свойство, как диффузность. И, например, цитрусовые ароматы по определению не могут быть стойкими, потому что, например, аромат лимона всегда будет улетучиваться с вас быстрее. Вы это можете заметить даже в быту. Если вы почистите мандарин, этот запах сразу распространится, он разлетится на всю квартиру, но буквально через 5 минут от него не останется и следа. И в парфюмерии это работает точно так же. 3-й миф развеян. Не верьте никаким мифам, наслаждайтесь вашими любимыми ароматами и хорошего вам утра. Не секрет, что самыми распространенными парфюмерными ароматами являются те, что основаны на ароматах растений или цветов. Цветов, конечно, почаще. Между тем, весна – это самое время готовиться к дачному сезону, особенно для тех, кто занимается подсобным хозяйством. Если вы из их числа, для вас всегда будет полезна наша рубрика «Сад и огород». Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Роман, я эколог-лесовед. И сегодня мы разберемся в разницах семян, во-первых, по размерности, как их сеять, ну и емкости. Ну, во-первых, семена. Сегодня март, середина марта, даже больше. Пора сеять, например, георгины, тепличные томаты, и еще можно петунии сеять нормально, они успеют. В чем разница семян?
В размерностях. В среднем сеять надо на 2 размера семечка. То есть, если у вас, например, там крупный грецкий орех или маленькая петуния, это большая разница, как сеять. И вот, опять же, георгина имеет вот такие семена. Они достаточно большие и крупные. Томат имеет семена помельче, ну а петуния – самые мелкие семена, сравнимые там с портулаком, с земляникой и так далее. Вот они тоже все такие. Но петуния бывает еще в других, более популярных гранулированных формах. Если георгины и томаты, например, ну, крупные семена относительно, их можно заглублять, то уже петунию заглублять не надо. Георгины мы садим, ну вот опять же можно по одной, не углубляя, вот она же удлиненная, не вот так вот, а вот так вот плашмя. По одной, но это достаточно муторное занятие, либо можно вот так вот раскидать, придавить и землей закрыть. Все, и после этого можно опрыскивать. Опрыскивать надо достаточно, и вода желательно, чтобы была теплой. Это необходимо для того, чтобы семена быстрее проснулись. Дальше идет томат. У томатов схожие принципы, они чуть поменьше, но все же их можно и заглублять, и по одному сажать, и так далее. А там уже потом разобраться. Конечно, это посложнее. И закрываем землей. Земли надо чуть поменьше, чем все-таки георгином, но тоже закрыть. На каждом этапе желательно использовать воду с фитоспорином. Ну, теперь самое сложное – семена петунии. Семена не так часто встречаются и не так популярны, больше все-таки гранулированные, но семенами зато ее много. Вот по одной здесь, конечно, уже невозможно. При всем старании по одной не получится. Поэтому можно просто как будто бы солить. Все. И смачиваем. Для них тоже желательно при поливе теплую воду. Дальше идет гранулированная петуния. Их бывает очень немного в каждой их пробирке. Маленькие 10 штук. Их можно по одной сеять, потому что они достаточно дорогие, но можно опять же сеять разбросом. Это кому как не жалко. Мы посеем в разноброс. И опять же, вот гранулированные петунии, к ним относится также гранулированная морковка. В чем особенность? Они могут просто банально не раствориться. Поэтому тут уже нежелательно, а тут уже необходимо использовать теплую, почти горячую воду при первичном поливе. Мы их давили. И уже теплой, почти горячей водой поливаем, и от этого они намного лучше растворяются. Если морковку сажаете по весне, то же самое. Надо теплой, почти горячей водой их растворить первичным поливом. И все. Теперь прикрепляем здесь название каждому сорту, виду. И уже закрываем. Закрываем вот такой же пищевой пленкой. Это создается парниковый эффект. Ну вот, в принципе, и все. Спасибо за внимание. До свидания. Импортозамещение сегодня один из главных векторов развития нашей страны. Хотя первые подвижки в этом вопросе начинались много лет назад. Но за последнюю пару лет увеличился спектр того, что заместить отечественной продукцией нужно в первую очередь. В 2024 году стратегия импортозамещения в области программного обеспечения является важным направлением экономической политики. Ее важным аспектом является и развитие национальной цифровой экономики, что позволит сделать страну менее зависимой от внешних поставщиков и обеспечить ее информационную безопасность, что в 21 веке очень-очень важно. Об успешных кейсах импортозамещения в сфере информационных технологий поговорим с экспертом Игорем Сосолятиным. Игорь Александрович, доброе утро. Здравствуйте. Начнем издалека. Импортозамещение в сфере именно цифровых технологий
технологий, информационных, насколько это такая трудная история, да, процесс развития собственных брендов в этой сфере, он только встает на рельсы или уже, ну, грубо говоря, там достаточно долгоиграющая тема, и, в принципе, у нас относительно все налажено. И как бы речь, опять же, у нас очень же много историй там с мобильными приложениями, а мы сейчас говорим про более такие капитальные истории, то есть это, опять же, какие-то рабочие места, настройки и так далее. На сегодняшний момент у нас рынок для импортозамещения он довольно богат. У нас продукты не только операционной системы перехода, но еще и резервное копирование, серверные решения, решения аналога почтовых клиентов. Очень много. Но задача очень серьезная, потому что, к сожалению, не везде есть аналоги. Ну, сейчас к этому сильно стремятся, да? И поэтому для перехода это не только установить операционную систему, это вообще заменить инфраструктуру в целом. Вот это сложная задача. Да? Это и обучение новых сотрудников, да, на работе в системе, потому что за много-много лет люди привыкли к тому продукту, о котором мы говорим. Работа делается, работа идет. Вот как вот сейчас уже давно известно, вот и ходит информация, как бы открытые письма, что Microsoft уже отключил облачные решения по России. Ну, кстати, допустим, с облачными решениями российскими у нас сегодня. Ну, как бы они есть, их много. Тот же самый Яндекс, я думаю, это хорошее решение для работы. Угу. Ну, мы знаем, что сегодня достаточно большое количество российских аналогов, да, ну а пользоваться, конечно, зарубежным, да, программным обеспечением уже небезопасно, правильно? Или все-таки пока еще есть возможность как бы изучать аналог российский, но пользоваться зарубежным? Нет, я все-таки полностью на 100% сторонник, что мы должны переходить на отечественное программное обеспечение, потому что наше программное обеспечение сертифицируется в Федеральной службе безопасности и в Стеком. И после этого, установив его на рабочее место, сотрудник, пользователь, домашний компьютер может быть уверен, что его компьютер защищен. И самое главное, на Linux гораздо меньше вирусов, чем на Windows. Это мы потихонечку подбираемся к истории с операционными системами, но прежде с этого вот хотелось про информационную безопасность. Да, все-таки информационная безопасность достаточно такое широкое и расплывчатое понятие. Да, вот, продолжая использовать там, зарубежное программное обеспечение, вот есть какая-то конкретика, чем конкретно это может быть чревато? Ну, пример конкретно. Ну, как мы знаем, как повел себя Microsoft, далеко ходить не будем, как повел себя Microsoft, что ему мешает завтра, даже если там отключено обновление и так далее, сделать какую-то пакость? Ну, я не вижу. То есть условно включаешь, а у тебя вместо компьютера тыква. Ну да, вот условно, совсем условно говоря, да. Ну вот как раз подобрались к Microsoft, да, его же главным продуктом все-таки операционная система Окна. Мы здесь все знаем. Мы сейчас, да, имеем множество российских продуктов именно в части операционных систем, но они, как правило, большинство из них, все популярные, наверное, они построены на базе открытого кода Linux, понятно, там со своей защитой, да, со своими там надстройками и так далее, а тем не менее, как бы на базе чего-то уже там относительно готового. Тут уже из области фантастики, мне тоже человек, как связан там с информационными технологиями, так или иначе, интересно просто, да, возможно ли появление российской операционной системы, скажем так, с нуля созданной? Если да, то как скоро это может произойти? В теории это все можно сделать, да, но я не вижу в этом целесообразности, потому что на сегодняшний момент у нас есть те операционные системы, которым я доверяю, да, они есть, они созданы, они работают, они выполняют очень хорошо свои функции, они закрывают весь спектр работы, да, они сертифицированы, как я говорил ранее, в Стеком и ФСБ, поэтому смысл изобретать велосипед я не вижу. Ну, а, допустим, с точки зрения, опять же, какой-то коммерческой выгоды, то есть, в какой-то момент, лет через сколько-то, да, вдруг выйти на международный рынок со своими программными решениями? Ну, я не смотрел на это, как вот вы сейчас сказали, спектром на весь мир, да, но наши операционные системы, которые созданы здесь, в России, которые устанавливаются в разных субъектах Российской Федерации, я знаю, что ряд систем выходит понемножку в иностранные государства. И даже это не СНГ, то есть чуть дальше в Европе. Тогда сразу возникает вопрос, на что нам, пользователям различных операционных систем, нужно обращать внимание в первую очередь, да, при выборе той или иной операционной системы, допустим, которую мы пока не знаем, но, допустим, по совету кого-то, да, либо там нашли случайную ссылку в интернете и хотим, чтобы она работала.
Да, я видел операционные системы, в принципе, не одинаковые, но у меня есть там одна информационная система, операционная система, прошу прощения, которую я прям люблю, она у меня стоит на рабочем месте. Я ее выбрал, потому что, она надежная, у нее реально симпатичный интерфейс, да. Она сертифицирована, и установив ее, я знаю, что я защищен. Вот, поэтому нужно смотреть, кому нравится это на интерфейс. Акцент делать, да? Да, защита. Если защита, нет защиты. И, соответственно, объем тех информационных систем, которые впоследствии можно будет установить. И, наверное, последний вопрос. Вот, когда отвечая на первый, вы сказали, да, что сегодня, в принципе, замещение достаточно хорошо идет. Остаются моменты, где еще все-таки превалируют зарубежные версии, зарубежные продукты. Какие критические места сегодня? То есть что пока мы еще полностью не можем заместить? Нет, все-таки это редакторы видео. Вот такие. Вот это одна из таких. Потому что на сегодняшний момент редакторы 3D-моделирования у нас шикарные аналоги. Да, мы их устанавливали, мы на них работали. Операционные системы, резервное копирование, почта, все офисные продукты. Мы замещены полностью. Да. То есть вот редакторы видео есть вопрос. То есть это то, с чем работаем мы, да? Да, мы в зоне риска, получается. Да. Надеемся, что и в этой сфере совсем скоро будут изменения, и, собственно, мы перейдем на отечественные программы, да, так сказать, и все будет работать. А самое главное, будет работать во благо всей нашей страны. Спасибо большое. На самом деле, надеяться не нужно, потому что наши айтишники очень сильные, поэтому все получится, рано или поздно, конечно. Игорь Александрович, спасибо большое за эту беседу, интересную, самое главное, и полезную для, наверное... Понятно, что импортозамещение в сфере информационных технологий в первую очередь касается больше предприятий, но тем не менее и обычным пользователям тоже немаловажно знать такую информацию. Спасибо. Импортозамещение сегодня актуально не только для цифровой продукции, но и в целом для многих аспектов жизни. Например, наш гардероб. Как оставаться модным, Паш, стильным, несмотря на то, что большинство брендов уже, к сожалению, очень сложно достать. Да, покинули наш рынок. Во-первых, нужно понимать, что деньги не пахнут, и все мы понимаем, как эти бренды ушли. А во-вторых, мода и стиль — это не только про одежду. Как добавить вот этих аспектов в свое жилище и вообще окружающее пространство, давайте узнаем. Доброе утро, меня зовут Люба Платонова, я стилист и персональный шопер. Сегодня мы поговорим на очень интересную тему – ароматы для дома. Какие виды бывают, как ими правильно пользоваться, и что лучше подобрать на эту весну. Лампу Берже придумали на самом деле 150 лет назад в больницах в Париже для того, чтобы она очищала воздух. Парфюмеры придумали уже для того, чтобы просто ароматизировать пространство. Как это происходит? Вы заливаете жидкость внутрь, поджигаете лампу, даете ей погореть буквально 2 минутки. Колпачок я уже ставлю для того, чтобы не обжечь. В этот момент лампа забирает все неприятные запахи и, наоборот, ароматизирует пространство. Раньше вещи вывешивали на мороз, и пахли они невероятно вкусно. Но сейчас мы в городе не имеем такой возможности, поэтому я предлагаю вам ароматизировать ваши вещи, которые в гардеробных, где постельное белье, в шкафах, специальными карточками ароматизированными. Вы можете подобрать ароматы свежести, какие-нибудь цветочные. Кстати, они очень долго служат, выглядят они примерно вот так, вешаются на перекладину или на вешалку, и ваше белье, ваша одежда будет пахнуть вкусно. Также есть варианты, которые я рекомендую тоже абсолютно всем. Саша, это, кстати, классные, приятные подарки, которые подойдут каждой девушке, каждой женщине и даже мужчине. Выглядят, во-первых, эстетично. И, кстати, потом... Я иногда так грешу, когда через 6 месяцев пропадает эффект, можно побрызгать что-нибудь другое, и Саше тоже будет дальше сохранять этот аромат и делиться с вашими вещами. В общем, красиво, эстетично и вкусно. И самый красивый способ ароматизации вашего пространства – это свечи. Во-первых, какой-то сакральный смысл, когда мы зажигаем, видимо, это пламя свечи, это огонь, очищение всего плохого, как будто бы, когда мы убираем негатив, стресс, смотрим на это. И во-вторых, конечно же, сам аромат. Ароматы бывают абсолютно разные. Кстати, весной рекомендуют больше присматриваться к цветочным, освежающим ароматам. Зимой люди предпочитают более что-нибудь пряное, восточное, тяжелый аромат, может быть, даже хвоя под Новый год. А к лету мы выбираем более фруктовые, персиковые, ягодные ароматы. И, кстати, все ароматы в разное время года
раскрываются по-разному. Поэтому, если вдруг вам зимой не понравились персики, присмотритесь к ним летом. Пожалуйста, всегда смотрите на качество, из чего выполнены свечи. Никаких парафинов, только натуральный воск. Неважно, какой способ ароматизации вы выберете, главное, чтобы ваш аромат подчеркивал стиль и характер вас и вашего дома. С вами была Люба Платонова. Будьте стильными. Можете ли вы представить такую ситуацию, допустим, на дворе 1905 год или еще ранее, и вы вдруг откуда-то узнаете, что в вашем городе есть женщина-кузнец? Уверены, вы будете шокированы, но не поверите в такое. Сегодня же женщины, справляющиеся с, казалось бы, совершенно мужской работой, это неудивительно. Есть женщины-пилоты, полицейские и прочие. Наши коллеги из Мирного расскажут об одном из таких примеров, как женщина может успешно справляться с неженской работой. Не камера, а нивелир. Прохожие часто путают Наталью с телеоператором, а автомобилисты с сотрудником полиции. Геодезист Муат – женщина с хорошим чувством юмора. Любознательным горожанам, говорит, собирается строить в Мирном метро. Устанавливаем прибор, контролируем насыпь. В нашем деле главное, чтобы пузырек был в середине. Пузырек не склянка, а индикатор уровня горизонта. В работе геодезиста каждый миллиметр важен. Ведь эти работники, по сути, первыми заходят на территорию будущей стройки. Для Натальи Пашовой, специалиста с 30-летним стажем, проекты как дети растут на глазах. Там, где еще недавно была тайга, появляются дороги и здания. Чтобы пройти через лес и сделать все замеры, хрупкая девушка берет облегченный алюминиевый штатив, который называет женской версией. Кроме того, как стоять за прибором, приходится и кувалду брать в руки, и рулетку, и сбегать, лопату взять. Снег сейчас весь смерзся. Можно сказать, что он бетонный. Это же все физический труд. Офис Марины Кузнецовой, кабина крана, находится на высоте 7-го этажа. Лифта, понятное дело, нет, так что сотрудница ОМТС каждый день поддерживает физическую форму, поднимаясь и спускаясь по лестнице. Любуюсь красотами города, природой. Рудники видно, Интер, Мир, аэропорт, солнышко яркое с утра. Птички прилетают ко мне в гости, просто садятся на стрелу или на площадку. Марина очаровалась красотами, которые открываются с окна башенного крана 23 года назад. Однако любоваться видами не всегда есть время. Чтобы кран смог передвигаться, крановщицы и стропольщики очищают его рельсы лопатой от снега. Если погода ветреная, оборудование и вовсе не получится запустить. Это может быть опасно для сотрудников. Благодаря труду сотрудниц «Алроса» деятельность компании не приостанавливается ни на секунду. Женщины, работающие в подразделениях, давно доказали, они прекрасный пол, но вовсе не слабый. Кристина Каширина, Елизавета Седых, Роман Ларин, медиакомпания «Алмазный край». Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Свыше 43 миллиардов рублей окрашенных экологических платежей и штрафов за негативное воздействие на окружающую среду поступили в федеральные и региональные бюджеты за 2 года. Об этом сообщил глава Минприроды страны Александр Козлов. По его словам, некоторые окрашенные платежи уже вложены, например, в ликвидацию свалки в Омске и полигона около села Кабардинка. За счет экоплатежей также профинансировано строительство дамбы в Еврейской автономной области и восстановление водоснабжения в Херсонской области. Более 300 миллиардов рублей из федерального бюджета будет направлено на поддержку станкостроительной отрасли России до 2030 года. Об этом рассказал вице-премьер, глава Минпромторга страны Денис Мантуров. Он отметил, что в рамках работы по ФИД-проекту запущена новая программа льготных гарантий ВБРФ. Утвержден стандарт ФРП с учетом возможности дальнейшего погашения тела займа при достижении показателей проекта. Приняты также решения по новым мерам поддержки НИОКР, в частности для молодых предпринимателей и небольших коллективов. В мессенджерах и социальных сетях участились случаи провокационных сообщений. Злоумышленники таким образом пытаются вовлечь граждан в террористические организации или призвать к выполнению террористических актов и других преступлений на территории страны. В особой группе риска находятся школьники и подростки, которым чаще всего свои сообщения адресуют преступники. Родителям и учителям необходимо проявлять бдительность и проводить профилактические разъяснительные беседы.
Особенно уязвимой категорией в данном случае является молодежь, так как основной аудиторией пользователей социальных сетей и мессенджеров являются они. Родителям и педагогам важно заранее проинформировать детей обо всех возможных угрозах сети интернет, в том числе о вербовке террористической организации, научить ребенка не отвечать на сомнительные предложения и сообщения в социальных сетях. При поступлении таких предложений и сообщений незамедлительно сообщите в полицию. Ученики Усть-Алданского района проводят весенние каникулы с пользой. Итак, в течение недели в районном центре дополнительного образования детей пройдут различные мастер-классы, конкурсы и выставочные экскурсии. Также с сегодняшнего дня начался интенсив по компьютерной графике и анимации, где желающие от 12 лет и старше научатся рисовать в фотошопе с помощью графического планшета. Помимо этого, прорисованные работы учеников станут частью артбука мультфильма «Нюра». Интенсивом руководит Даяна Бурцева. Я учу детей дизайну. Они учатся выбирать цвета, пользоваться инструментом. Мы в основном работаем в программе Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Делаем логотипы, афиши, иконки на какие-нибудь темы, ну, обычно на свободные темы. В данное время мы делаем мультик «Нюра». Для этого дети учатся делать концепт-арты. Более 160 ребят со всей республики соревнуются в 9 спортивных направлениях в рамках проекта «Вызов первых». Так, учащиеся с 6 до 18 лет соревнуются в метании мячей в цель, спортивной скакалке, гимнастике, челночном беге, эстафете, бег сороконожек, классиках и вышибалах. Отмечу, что всего в проекте 52 спортивных направления, среди которых тег-регби, воркаут, масс-рестлинг, скейтборд, лапта, а также другие направления. Команды соревнуются друг с другом в ходе тура или этапа, а итоговый результат определится соотношением сил всех пар соперников по наибольшей сумме баллов. Победители регионального этапа представят республику в Москве в июне текущего года. Если обычный большой спорт, да, он привлекает таких одаренных детей, которые сами заинтересовались и тянутся к этому, да, то вот этот вид спорта, это наипростейшие виды спорта, которые мы, старшие люди, да, детьми играли во время перемены там, или свободное время, это такие как скакалки, классики, там, да, вышибалы, вот, метание мяча, то это сейчас как бы вошли в спортивные дисциплины школьные, да, элементарные, где может любой ребенок, который не имеет каких-то физических таких больших данных, тоже прийти, попробовать себя. Тем самым он может привлечься, ну, как бы для себя понять, что он может тоже заниматься спортом. Может быть, тогда он еще на большой спорт перейдет. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. В городе Якутске с 26 по 28 марта проводятся третьи открытые межрегиональные юношеские научные чтения имени Сергея Павловича Королева, посвященные знаменательным датам: 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Земля, летчика-космонавта Советского Союза, героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина и году семьи в Российской Федерации, а также году детства в Республике Саха-Якутия. В этом году почетным гостем чтений стал Андрей Борисенко, летчик-космонавт Российской Федерации, Герой России. И сегодня нам повезло. Он у нас в гостях. Андрей Иванович, здравствуйте. Доброе утро. Вот, собственно, что я и говорил телезрителям, беседу, которую я и сам лично жду. Второй раз так близко оказаться с космосом, ну, не каждому дано. Дано, да. Ну, мы поговорим по делу, в том числе и затронем космос сам по себе. Начнем с того, о чем сказали. Каковы вообще ваши впечатления от королевских чтений, которые, вот, ну, получается, вчера они стартовали, сегодня, наверное, Рубикон такой, да, второй день? Вы знаете, наверное, я могу сказать так, впечатления очень хорошие. Очень хорошие в первую очередь, потому что я познакомился с участниками чтений, я видел вот этих ребят, видел их горящие глаза, видел их огромное желание презентовать ту работу, которую они сделали. И это очень-очень и смотрится хорошо. Самое главное, что это имеет очень большую перспективу, потому что если ребенок в таком возрасте приходит на чтение и не просто приходит послушать, а именно презентовать свою работу, которую сам выполнил, но это здорово, это очень большие перспективы открывает и перед ребенком, ну и, соответственно, перед нашей страной, которая, я уверен, получит отличных специалистов.
Получается, есть на кого потом будет Да. оставить российскую космонавтику. Андрей Иванович, ну, конечно, говорить о космосе с вами можно часами, днями, годами. Но давайте такой возьмем самый примитивный вопрос, да. Какое самое яркое впечатление у вас было в космосе? Вы знаете, самое яркое впечатление в первом-втором полете — это сам космический полет, потому что действительно я не могу сказать, что вспоминается каждая минута, но вспоминается очень-очень много, и, наверное, если мне в рамках моего полета задают какой-то конкретный вопрос, как правило, вспоминаются и все детали, связанные вот с тем или иным А эпизодом. сколько дней вы находились? У меня общий налет 337 суток за 2 полета космических. То есть чуть меньше полного года. К моему сожалению, да, не дотянул до Нового года. Ну а вообще, До полного как, ну, мы периодически тоже, да, показываем, рассказываем людям, зрителям нашим. Тем не менее, из первых уст, наверное, это вообще здорово узнать, как вот жизнь на МКС проходит, как она выглядит. Очень интересно и очень быстро, очень скоротечно, потому что время на МКС летит, ну, просто с космической скоростью. Но я думаю, что, наверное, профессия космонавта и работа космонавта на станции в этом плане не отличается от любой другой профессии, которой занимаются на Земле, потому что если человек занят, ну, по крайней мере, если не 24 часа в сутки, то, по крайней мере, весь рабочий день не плотно, то у него время всегда летит быстро. У нас происходит все то же самое. Во-первых, у нас день расписан полностью с точностью до минуты, индивидуально для каждого члена экипажа наверху. И по поводу того, что с точностью до минуты, это не аллегория, это в буквальном смысле этого слова. И когда ты вот весь день вертишься, как белка в колесе в условиях невесомости, Это тоже, да, прям? да, день пролетает просто вот мгновенно, раз и все. А я как-то смотрел, да, серию, ну, не документальных, как бы, фильмов, просто как научных, да, фильмов «Год в космосе», он, по-моему, назывался, и я тогда понял, что космонавт, по идее, это человек, который обладает всеми профессиями понемножку, потому что все испытания, все научные исследования проводятся, понятно, что с руководством, с Центра там, управления полетами, но, тем не менее, руками космонавта все вот исследования в космосе проводятся, в принципе. Да, вы совершенно правы, хотя я бы не сказал, что мы владеем всеми профессиями. Мы знакомы, наверное, с большинством профессий, а владеть всеми профессиями на профессиональном уровне, к сожалению, в принципе, выше человеческих возможностей. Поэтому, да, нас учат, ну, каким-то азам многих профессий нас действительно учат, но делают упор на выполнение тех работ, с которыми нам придется столкнуться наверху. Поэтому, с одной стороны, вроде бы как мы профессионалы, мультиспециалисты, с другой стороны, надо понимать, что наши знания все-таки ограничены по сравнению с теми профессионалами, которые находятся всю жизнь в той или иной профессии. Андрей Иванович, все-таки время не стоит на месте, да, и сегодня, конечно, развитием вообще все, что связано с космосом, сегодня движется такими большими темпами, да. И если взять подготовку, да, к полету в космос, да, и возвращение, можно ли сравнить, сказать, что подготовка, она сложнее, нежели возвращение, или все-таки, может быть, наоборот? Ну, вы знаете, всем хорошо известная поговорка трудно в обучении, тяжело в учении, легко в бою. Она распространяется, наверное, на все профессии, в том числе, безусловно, на нашу. Вообще у нас ребята так частенько шутят, когда наступает день старта, так лоб так отирает. Фух. Ну, наконец-то теперь отдохнем, да. Но это действительно так, потому что нас готовят по самому жесткому варианту, то есть в том смысле, чтобы мы были бы готовы к тому, чтобы столкнуться с самыми сложными проявлениями нашей профессии, с нештатными ситуациями и прочими другими вещами. Поэтому, да, конечно, жизнь оказывается, как правило, более простая наверху, чем та, к которой нас готовят. Но это на самом деле и хорошо, потому что мы должны работать с очень большой надежностью, быть очень хорошо подготовленными. Ну, по большому счету, ко всему, что может и не может произойти на борту. Андрей Иванович, как вот вы стали сразу космонавтом? Вот вопрос, знаете, вроде бы надо было его вначале задать, да? Ну вот жил себе человек, да? Мама, папа, наверное, не имеют отношения, да? Папа у меня подводник, офицер-подводник, плавал на атомных подводных лодках. И, кстати, очень-очень давно тоже попытался подать заявление в отряд космонавтов. Я еще был школьником младших классов.
Но служба есть служба военнослужащего. И в тот момент, когда происходил сам отбор, приезжала комиссия для отбора в отряд космонавтов, папа был в автономке, поэтому у него не сложилось. А вы так как выбрались? А у меня все было достаточно просто. Ну, конечно, многие мальчишки в Советском Союзе, девчонки, мечтали полететь в космос. Я, наверное, был не исключением. И когда я во 2 классе, в возрасте 9 лет, увидел фильм «Укрощение огня», то, наверное, то впечатление, которое я получил во время фильма, оно упало вот на благодатную такую почву, уже подготовленную. То есть не завидую я маме, да? Полжизни, значит, мужа ждала, пока он поднимется, да? Из пучины морской, да? А сына, значит, полжизни ждала, пока он спустится оттуда с неба, да? Ну, маме некуда было деваться, потому что она знала, за кого выходит замуж. Правильно. Вот. Ну и завершая нашу беседу, раз мы уже затронули тему, да, как вы космонавтом стали, какие советы можете дать людям, которые, ну, может быть, тоже, да, вот у них есть мечта там, полететь в космос, может быть, кто-то уже готовится к этому? Вы знаете, наша профессия, она многогранна, имеет очень разные виды специфики. И поэтому я уверен, что нужно очень четко понимать, к какой жизни ты готовишься, если выбрал нашу профессию. Там очень много нюансов, они очень сильно ограничивают повседневную жизнь космонавтов и членов их семей, что тоже очень немаловажно. Поэтому нужно, наверное, в первую очередь поднять все издержки и особенности нашей профессии. Остальное приложится. Остальное приложится. Андрей Иванович, спасибо, что посетили нашу республику. Я думаю, вы являетесь таким ярким примером, когда вот человек выбирает свою профессию и живет ею. И, собственно, может быть, глядя на вас, юное поколение сегодня возьмет этот пример, и впереди у нас будет наш такой знаменитый летчик-космонавт. Я уверен, что это будет обязательно. А в 32 можно космонавтом еще стать? До 35, пожалуйста. Это могу быть я, будем надеяться, Андрей Иванович. Спасибо еще раз. Спасибо. Ну а мы готовы подвести итоги нашей викторины, которая в начале программы задали вопрос. Вопрос был следующий: что является самой популярной сувенирной продукцией игр «Дети Азии»? Ответ был очень прост, на самом деле. Это мягкая игрушка-талисман. И первым ответил Владимир. Вот здесь в комментарии первый от Владимира. Ну, ник такой, имя такое не знаю, ни номер, ничего. Мы с вами в любом случае свяжемся. Спасибо вам. Смотрите нас каждое утро, и все у вас будет хорошо. До новых встреч. Увидимся завтра в это же время на телеканале Якутия-24. Доброго всем утра.